городничий Федот Васильевич Астраханцев. Гласный городской думы меценат Николай Дмитриевич Эверстон, МЖК. Гласный второй думы купец второй гильдии Петр Илларионович Захаров. Гласный городской думы горожанин Павел Андреевич Юшман. Гласный городской думы строитель Федор Иванович Романов. Архиепископ Иннокентий. Гласные города готовы принять клятвенное обещание верной службе его императорскому величеству. Я, именный, обещаюсь и клянусь верно служить и во всем повиноваться. Моим же клятвою целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Аминь. Пусть да в этом будущем центре города будут возведены торговые ряды да ремесленные цеха, церкви да училища и ночлежные дома. И пусть станут они созидательным нашим общим делом, объединивших гласных городской думы. Пусть да благословит нас Всевышний. Я с городничим Федотом Васильевичем Астраханцевым великодушно согласен. Ну что, братцы-свидетельские, всековики да вестники, не сгубимся, аль это более свято дело, покажем примеры благим чиновничьему роду. Да? Ну а мы, как вы сказали, чиновничий род, всячески благоприятствуем этому народному строительству. И дай нам Бог для скорейшего его возведения. Ах, не скупимся! Чего уж-то? Кто сколько, тому и место в водопоке. Сколько вот берега нам нужно пуще возвышать да укреплять. Да уж, тут нужно архитектора градостроения из Иркутска выписать. Из архитекторов тут гривозных-то наемных справимся, а самим-то неблагодатнее будет, Ну, дайте нам только сроку и
должна познать себя, свои природные и человеческие ресурсы, свою историю, культуру, чтобы строить новую жизнь и готовить будущее. Максим Амосов. Перед молодой автономной советской властью Якутии стоит колоссальная задача. Платон Аюрский. Организовать пробуждающиеся материальные и духовные силы народа, направить их по кратчайшему пути возрождения. Исидор Варагов. Курс на индустриализацию. Жизнь без нужды и нищеты. Степан Аржаков. Батыр, ол саңалыққа, біле ұмағылдар оңға құрды. Сүйін сылла ұлыларына, дуаттыр сөйдің әйе. Якутской город, кемекелінде бұтсуға, бұйырда тағатылар еға. Бұл, табаға қайырдықтан ол, қаңылас қайырдыға тие, тінер бетон келердерге ектілі, құрыстау, тас кыбырыстар күнімінде ектілі. Тінер бетон ұлыстандан жерге еға. На воздушных судах, автомобилей и разной техники будет дешевле! Я же говорил! В каждой школе создадутся лаборатории, чтобы все дети, обучаясь в школе, все знали и умели. Да-да-да, а из вузов будем разговаривать по телефону. Будет и телевидение, и радио, и интернет. Сквозь русло рек будут построены на века железные мосты на железобетонных опорах. Город наш, воплощение мечты, воздвигнутых вечными золотых. Тут стоит Петра Берегов, со светлым огнем вступает в пол. Заснеженный золотым отливом, город, как жемчужина в ларце. Город наш, с высотными домами, с мимоплывущими полотнами. Сиянием северного неба, бриллиантом сверкающих огней. Моя любовь, моя судьба, Якутск, моя прекрасная весна. И пусть века пролетают мимо, Якутск, ты будешь счастлив все года. Среди тысяч мегаполисов планеты крупнее, севернее нету. Якутск, наша светлая мечта, ты тарец по святой любви. Якутской городской думе Урум Айхан! Дорогие гости, мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном 200-летию образования первого представительного органа города Якутска.
Роль представительных органов власти высока и значима. Именно депутатский корпус представляет и защищает интересы населения, принимает основные муниципальные правовые акты, обеспечивает контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. О значимости и роли местного самоуправления в развитии страны отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Внимание на экран. Мы сегодня обсудим, считаю, ключевые задачи и перспективы развития местного самоуправления. У этого мы с вами постоянно это повторяем, и это соответствует действительности самого близкого к людям уровня публичной власти, огромная сфера ответственности. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами хорошо прибранными, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, не где-то там, в космическом пространстве на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности, единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России. Напротив, четкое исполнение своих обязанностей в каждом уровне власти, их тесное взаимодействие между собой, партнерство деловое – это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации. Россия!
поздравил народный ансамбль «Сибирь», художественный руководитель Семен Варфоломеев. Слово для доклада предоставляется председателю Якутской городской думы, члену Совета при президенте Российской Федерации по местному самоуправлению Альберту Николаевичу Симонову. Индюдя Кускай город Локтуактарона Вегетара. Это Тавалак Кускай город Думатан Депутаттара. Индюда Октар. Игдин Брагатан Юсирак Питан Кускай город Думатан Артатан. Он на Тузбема Питан Бо Пиндюкнан 200 состав юбилейнан идентификационный кадры Беколя. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, в 2022 году город Якутск отмечает историческую значимую дату 200 лет со дня образования первого представительного органа города Якутска. За эти 2 века в истории городской думы произошло огромное количество событий. В ее работе участвовали многие выдающиеся личности, оставившие большой след в истории не только городской думы и города, но и всей нашей родной республики. В 1822 году в результате сибирской реформы Михаила Спиранского появился первый представительный орган нашего города – Якутская городская шестигласная дума, в которой состояли гласные 6 сословий, избираемые собранием различных общин. Каждый из них решал важные хозяйственные вопросы, волнующие большинство жителей. Этот год стал началом нового этапа в истории народовластия. Трудно представить, в каких условиях жили наши предшественники, но можно быть уверенным в одном. Все избранные представители народа действительно защищали интересы жителей Якутска. Думали, как сделать жизнь горожан более комфортной. Мы понимаем, как важно сохранять историю нашей Якутской городской думы. Оглядываясь назад на события того времени, мы извлекаем для себя бесценный опыт, который полезен и сейчас для решения серьезных вопросов городского хозяйства, формирования комфортной городской среды, повышения социального положения и уровня жизни населения. Больше половины срока своего существования наш город развивался по законам демократического общества, а участие в управлении столицей уважаемых якутян, государственных и общественных деятелей, врачей, ученых, политиков сыграло важнейшую консолидирующую роль. Мы всегда стремились к тому, чтобы население имело возможность максимально открыто и активно участвовать в решении вопросов нашего города. И сегодня мы наблюдаем, как депутаты и избиратели совместно обсуждают правовые акты, вносят свои инициативы и предложения. Двери Якутской городской думы открыты для каждого горожанина. Жители нашего города знают обо всех направлениях работы депутатского корпуса. В конце прошлого столетия представительный орган управления городом возник в лице городского собрания депутатов города Якутска. Депутатами городского собрания был заложен тот фундамент гражданского общества, концепция открытости и прозрачности муниципальной власти, которые мы продолжаем и по сегодняшний день. За 4 созыва работы Якутской городской думы на современном этапе в системе местного самоуправления было принято 2047 муниципальных правовых актов. Депутатами первого созыва была проведена колоссальная работа по созданию и принятию нормативных правовых актов для бесперебойного функционирования всех сфер жизнедеятельности городского округа. Ими был принят первый устав города Якутска, создана контрольно-счетная палата. Депутаты контролировали исполнение муниципальных программ, начиная от социальных вопросов, заканчивая вопросами жилищного коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Вторым созывом Якутской городской думы продолжена работа по улучшению нормативно-правовой базы нашей столицы. Одним из важнейших документов, принятых Якутской городской думой в 3-м созыве, является стратегия социально-экономического развития города Якутска до 2032 года. Необходимо отметить, что в создании стратегии Якутска принимали участие горожане, общественники, предпринимательское и научное сообщество. И сегодня проходит форум Якутск 4.0.0 «Старт». Верю, что по итогам форума мы выработаем итоговую резолюцию, которая станет основой для внесения изменений в стратегию социально-экономического развития города Якутска. Без переключения можно сказать, что сегодня Якутская городская дума является лидером совершенствования местного самоуправления Якутии. Мы представлены в Совете по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации, а также для обмена мнением
и опытом по развитию местного самоуправления на таких авторитетных площадках, как Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Международная ассамблея столиц и крупных городов и Союз представительных органов муниципальных образований Российской Федерации. Необходимо также отметить, что Якутская городская дума возглавляет ассоциацию представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия и Якутское региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления. Продолжая традиции по укреплению взаимодействия местного самоуправления нашей республики, Якутской городской думой 4-го созыва реализована идея объединения депутатских корпусов города и республики в ассоциацию столицы. Междепутатская ассоциация создана в 2018 году и объединяет депутатов Якутской городской думы и депутатов Государственного собрания Тумэн Республики Саха-Якутия от избранных от города Якутска. Ассоциация создана в целях содействия решения вопросов социально-экономического развития и повышения качества жизни населения городского округа, выработки совместных рекомендаций по законодательным инициативам и проектам развития города Якутска. Депутаты принимают важные решения для развития социально-экономического развития города Якутска. Осуществляется деятельность касательно снижения уровня безработицы, развития инженерных инфраструктур города, реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения. Одна из знаменательных событий истории Якутской городской думы состоялась на 31-й очередной сессии осенью 2021 года, ровно год назад, когда глава республики Асий Сергеевич Николаев подписал указ о социально-экономическом развитии нашего города, где поставил большую задачу к своему 400-летию Якутск должен стать лучшим для жизни человека города в мире на вечной наготе. Для достижения этой цели сегодня органами местного самоуправления нашего города ведется большая комплексная работа. К примеру, с 2019 года город Якутск принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего за 3 года в городе построено и отремонтировано почти 100 километров дорог. Ежегодно под особым контролем находится программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца 2022 года запланировано переселение 1011 жилых помещений площадью 36 тысяч квадратных метров, в которых проживает более 3000 граждан нашего города. У города Якутска много планов, и нам необходимо поддерживать и укреплять систему сотрудничества между всеми ветвями власти для реализации стратегии социально-экономического развития города, которая будет направлена на процветание Якутска, повышение уровня и качества жизни нашего населения. Якутская городская дума вместе с руководством и правительством республики, Государственное собрание Тумэн, окружной администрацией городского округа город Якутск продолжает курс по реализации на территории Якутска приоритетных социально значимых и национальных проектов, а также целей и задач, обозначенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой республики Асией Сергеевичем Николаевым. Дорогие друзья, позвольте поздравить всех вас с 200-летием первого представительного органа города Якутска. Это большая ответственность решать насущные вопросы, представляя интересы наших жителей. Профессионализм, любовь к родине, забота о людях, о будущем своего села, города, района, страны в целом отличают всех, кто связал свою жизнь с местным самоуправлением и представляет интересы своих избирателей. Мы, депутаты Якутской городской думы, понимаем, что местному самоуправлению отводится ключевая роль в повышении эффективности всей системы публичной власти. Мы будем прилагать все усилия, чтобы создать наилучшие условия для устойчивого развития города Якутска, повышения качества жизни ее населения, благоприятности жителей. Хочу выразить признательность своим коллегам, депутатам Якутской городской думы всех созывов, муниципальным служащим и ветеранам муниципальной службы за добросовестный труд, личный вклад в развитие местного самоуправления, искреннюю любовь к родному городу и стремление сделать его лучшим, комфортным, красивым, благоустроенным и чистым, сделать наш город местом, где хочется жить. Спасибо за внимание. С 200-летним Якутской городской думы с видеопоздравлением обращается глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. От всей души поздравляю вас со славной датой, 200-летием представительного органа нашей столицы. Больше половины своего исторического пути, 200 из 390 лет, Якутск прошел под знаком самоуправления.
Мы искренне гордимся каждым поколением представителей народа, которые 2 столетия творили историю Якутска. Их идеи, труд и инициативы двигали вперед город, преображали его, развивали как истинный центр огромной республики. На всех этапах истории города, республики и страны представительный орган столицы становился инициатором муниципальных реформ, создавая новые качества местной власти. Якутская городская дума всегда была и будет опорой для горожан, представляя их интересы и поддерживая инициативы. Я уверен, что каждый депутат всей душой болеет за судьбу столицы и вносит свой личный вклад в ее развитие. Уверен также, что авторитет, лучшие традиции, 2-вековой опыт Якутской городской думы и дальше будет объединять всех жителей столицы для достижения общих целей. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с юбилейной датой и желаю претворения в жизнь ваших планов и начинаний во благо развития нашего любимого Якутска. Слово предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Мычкову. Уважаемый Альберт Никандрович, уважаемые депутаты города Якутска всех созывов, дорогие ветераны, горожане и гости нашей столицы. Позвольте вас всех поздравить с одним из самых знаменательных событий в жизни нашего города – 200-летия со дня рождения представительного органа крупнейшего города на Вечном Излоге. Отрадно, что юбилейные празднования Дня города начинаются именно с таких событий. И ведь на всех этапах большого исторического пути депутаты города Якутска во главу угла ставили патриотизм, служение народу, его жителям, стремление улучшать и развивать столицу Якутии. В представительные органы власти избирались настоящие патриоты, которые оставили значимый след в нашей биографии. В их числе Павел Ешманов, Василий Никифоров Кулумнур, Гаврил Ксенофонтов, Гаврил Никифоров Манетахуова, Платон Аюнский и другие выдающиеся деятели. Лучшие люди Якутии и города Якутска всегда составляли ядро представительной власти народа, ядро интеллигенции и патриотизма. Сегодня решения Якутской городской думы охватывают все сферы жизнедеятельности столицы и направлены прежде всего на повышение уровня населения, качества жизни, качества человеческого капитала, привлекательности города и его бесконечного развития. Мы искренне гордимся каждым поколением народных представителей, которые 2 столетия творили историю города Якутска, выражая волю и интересы его жителей. Уверен, что весь этот накопленный опыт будет неизменно способствовать высочайшему качеству законотворческой деятельности во благо развития родного города и его жителей. Желаю вам дальнейшей успешной и плодотворной работы на благо Якутска. Начинаем церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия за заслуги в развитии местного самоуправления и вклад в социально-экономическое развитие городского округа города Якутск объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия коллективу Якутской городской думы, председатель Семенов Альберт Никандрович. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Тимофееву Надежду Константиновну, директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения Саха-Политехнический лицей, город Якутск. Вручить благодарность правительству Республики Саха-Якутия Романову Феликсу Игоревичу, ведущему инженеру по автотранспорту акционерного общества Саха-Нефтегазовый, город Якутск. Вручить благодарность правительству Республики Саха-Якутия
Семеновой Елене Николаевне, начальнику организационного управления Якутской городской думы, город Якутск. Вас поздравляет солистка Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Сургунова Луна, отличник культуры Республики Саха-Якутия Зинаида Колодезникова. Слово предоставляется председателю Государственного собрания ЛКБ Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Уважаемый Евгений Николаевич, уважаемый Альберт Никандрович, уважаемые депутаты Совета депутатов города Якутска при Советском Союзе, уважаемые депутаты Якутской городской думы всех созывов, я от имени Государственного собрания ЛКМ Республики Саха-Якутия, от имени всего депутатского корпуса нашей республики горячо и сердечно поздравляю вас с 200-летием первого представительного органа Якутии, представительного органа нашей столицы города Якутска. Местное самоуправление, как таковое, у нас и реформа в нашей системе управления началась с реформ великого человека Михаила Михайловича Спиранского, и она дошла до нашей далекой Якутии. В 1822 году была создана первая дума города Якутска, о котором истории сейчас театрализованное представление было, прозвучало доклад Альберта Никандровича. И с тех пор народовластие, представители народа, то, что они должны управлять, участвовать в управлении городом, становится незыблемым для нас. У нас
менялись многие строи, была советская власть, сейчас мы живем при современной России, но тем не менее то, что представители народа, народные избранники, депутаты должны управлять и участвовать в управлении городом Якутском, это сейчас прописано и в Конституции в основном законе нашей страны, в Конституции в основном законе Республики Саха-Якутия и в Уставе муниципального образования города Якутска. Сегодня в Государственном собрании Автономной Республики город Якутск представляет депутаты, избранные по 9 избирательным округам. В следующем году нас ожидают выборы в 2023 году. Это и депутатов Якутской городской думы, и народных депутатов Республики Государственного собрания Думы. Мы, депутатский корпус, в ноябре примем закон Республики Саха-Якутия об избирательных округах, и в Государственном собрании мы, скорее всего, город Якутск будут представлять уже депутаты, избранные и по одномандатным округам, и по партийным спискам уже 11 избирательных округов. Эти депутаты, которые представляют город Якутск, у нас очень активны. Они всегда отстаивают интересы, прежде всего, города Якутска. Бывает у нас ожесточенные дискуссии при принятии государственного бюджета республики. У нас бывают определенные компромиссы, определенные консенсусы, но всегда я с полной уверенностью вам должен сказать, что все народные депутаты, представляющие город Якутск, наши мнения, они всегда руководствуются, прежде всего, интересами города Якутска. У нас есть тесное, очень плодотворное сотрудничество с депутатами Якутской городской думы. Мы в течение 6-го созыва неоднократно рассматривали ваши законодательные инициативы, которые вы вносили в Государственное собрание Алтумана. Некоторые из них проходили, некоторые мы их возвращали вам. Впереди нас ждут в октябре очень такие сложные дискуссии так называемому алкогольному закону, который был внесен депутатами, представляющими город Якутск, который поддержала Якутская городская дума. Но я думаю, что мы вместе примем самое хорошее решение, приемлемое решение для всех жителей города Якутска. Уважаемые коллеги, я желаю вам всем, чтобы наше плодотворное сотрудничество продолжалось, чтобы депутаты Якутской городской думы были более активны и пользовались своей законодательной инициативой, которая закреплена в основном законе нашей республики. И желаю, чтобы те преобразования, которые ожидают нас впереди в связи с принятием федерального закона о местном самоуправлении и единой системе публичной власти, дали еще больше полномочий представительным органам местного самоуправления. Удачи, здоровья, всего самого хорошего. Пусть процветает наш город Якутск, которому исполняется 390 лет. Пусть процветает наша республика, которому в этом году исполнилось 100 лет. И мы с большими успехами и достижениями через 10 лет, чтобы достойно отметили 400-летие вхождения в состав Великого Российского государства и 400-летие основания столицы нашей республики Якутска. Спасибо. Это вам подарок от Государственного собрания Автономной Республики с приветственным адресом. За высокий профессионализм, значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления в честь 200-летнего юбилея представительного органа города Якутска благодарностью Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации награждается Васильев Николай Николаевич, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, председатель постоянной комиссии Якутской городской думы по местному самоуправлению, законности и регламенту.
добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения и оказание квалифицированной медицинской помощи населению Республики Саха-Якутия благодарностью председателя Совета Федерации Российской Федерации награждается Васильева Саргалана Афанасьевна, главный врач Якутской городской больницы номер 2, член Президиума Якутской городской думы. Развития Республики Саха-Якутия почетной грамотой Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия награждаются Васильев Аян Ильич, директор муниципального образовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 26 городского округа Якутск, председатель постоянной комиссии Якутской городской думы по социальной политике. Почетной грамотой Государственного собрания Думы Республики Саха-Якутия награждается Теодоров Сергей Леонидович, заместитель руководителя аппарата Якутской городской думы. Уважаемые гости, вас приветствуют покорители 29 стран Азии, Америки, Европы, лауреаты 8 международных конкурсов, государственный ансамбль скрипачей, виртуозы Якутии, художественные руководители, заслуженные деятели искусств Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, профессора Лариса Габышева и Станислав Афанасенко. Концертмейстер, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Надежда Петрова.
Дорогие друзья, в эти дни Якутская городская дума получает поздравления из разных городов нашей страны. Внимание на экран! Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, от имени депутатов Московской городской думы поздравляю вас с юбилейными датами в истории Республики Якутия. Народы Якутии прошли долгий и славный исторический путь. Сегодня Республика Саха гордится своими достижениями. Якутия вносит большой вклад в экономику России, сохранение культурных традиций, укрепление единства нашего государства. Важно, что ваша созидательная деятельность отвечает запросам людей. Мне особенно приятно, что московских и якутских парламентариев связывает давнее партнерство и дружба. У нас успешно реализуется договор о сотрудничестве. Двери Московской городской думы всегда открыты для вас. Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, здоровья, оптимизма, счастья и благополучия. Уважаемый Альберт Николаевич, дорогие друзья, от имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Символично, что парламент якутской столицы отмечает свой 200-й день рождения в год столетия образования республики. Именно с представительных органов начинается история не только местного, но и регионального самоуправления в России. Самая близкая к народу власть и сегодня решает самые важные для простого человека проблемы. К депутату идут за помощью и советом. Во многом по его работе люди судят об эффективности всего государства. Петербург очень ценит побратимские связи с Якутией. Вот уже 5 лет цветут яблони в саду дружбы, который был посажен на берегах Невы, ко дню рождения Республики Саха. Вместе мы работаем над освоением российской Арктики. Уверен, у нашего сотрудничества большое будущее. От всей души желаю вам и всем жителям Якутска здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо республики и всей нашей России. И я был в городе Якутске в этом году, видел результаты развития города, они впечатляющие. Сегодня город динамично идет вперед. Выстраиваются новые микрорайоны, создаются новые рабочие места. И, конечно же, под руководством коллеги Николаева Айсея Сергеевича, который проработал достаточное время, возглавляя прекрасный город Якутск, идет дальнейшее развитие всего региона. А это окно в дальневосточные регионы, муниципалитеты. Я знаю, что еще многое предстоит сделать, но для этого, коллеги, мы и работаем, чтобы с каждым днем, с каждым месяцем мы прибавляли в своей работе, давали тот заряд надежд нашим жителям, которые всегда должны чувствовать, что они во внимании, они их помнят и делают все, чтобы их настоящие проблемы, их законные интересы решались. Я вас поздравляю с этим знаменательным событием и желаю идти только вперед, с надеждой и верой в будущее. С праздником! Кроме видеопоздравлений в адрес Якутской городской думы продолжают поступать еще и поздравительные телеграммы. Разрешите зачитать несколько из них. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Анатольевич Шевченко. Важную роль в развитии города играет представительный орган. Депутатским корпусом проделана огромная работа по формированию правовой базы города. Приняты важнейшие документы в сфере организации местного самоуправления, финансово-экономической, градостроительной и социальной политики, жилищного законодательства и хозяйственной деятельности. Председатель Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, депутат Государственной Думы Виктор Борисович Кияев. От всей души поздравляю Якутскую городскую думу с 200-летним юбилеем. Важное направление работы Якутской городской думы – межпарламентское сотрудничество, выстроено с учетом деятельности Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Этот опыт показывает политико-правовую и организационную зрелость местного самоуправления Якутии.
председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, депутат Государственной Думы Олег Владимирович Гарин. Якутская городская дума в лице председателя Альберта Никандровича Семенова является одним из самых ярких и активных членов Союза представительных органов муниципальных образований России. Депутат Государственной Думы от Республики Саха-Якутия Галина Иннокентьевна Дальчикова. Уверена, что народные избранники Якутской городской думы будут и впредь верой и правдой служить людям. Желаю коллегам и жителям Якутска здоровья, счастья, благополучия, мира, спокойствия и новых успехов на благо любимого города. Губернатор Пензенской области, председатель Общероссийской общественной организации Всероссийский совет местного самоуправления Олег Владимирович Мельниченко. Якутская городская дума, вобрав опыт предыдущих исторических периодов, играет важную роль в жизни республиканского центра, отстаивает интересы граждан, успешно решает самые разные проблемы муниципального уровня и повышает качество жизни горожан. Давайте поприветствуем такие теплые слова аплодисментами. Также поступила телеграмма от президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэр города Красноярска Сергей Васильевич Еремин. Наша ассоциация по праву гордится тем, что на протяжении более 30 лет Якутск является одним из активных членов АСДГ. Ваш город неоднократно становился центром проведения различных мероприятий, посвященных развитию местного самоуправления в стране, а уникальный опыт муниципального управления в различных сферах жизни города используется во многих муниципалитетах Сибири и Дальнего Востока. Ну и в заключение поздравительная телеграмма председателя Международной ассамблеи крупных городов Содружества независимых государств, аким города Нур-Султан, Республики Казахстан Алтай Сагирович Кульгинов. За годы деятельности Якутской городской думы усилиями депутатов всех созывов города Якутска была сформирована надежная законодательная база для защиты конституционных прав якутян и социально-экономического развития города и региона в целом. Ну и, конечно, друзья, кроме этого поступили телеграммы от мэров, глав и председателей городских дум из городов Арзамас, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Евпатория, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Ижевск, Нальчик, Новосибирск, Нижний Тагил, Омск, от многих коллег из городов и регионов нашей страны, а также поздравления с 200-летием городской думы и приветствие всем участникам форума направили наши коллеги из Собрания народных представителей города Хэйхэ Китайской Народной Республики. Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мы на торжественном мероприятии, посвященном 200-летию Якутской городской думы, от души сердечно приветствуем приглашенных гостей, представителей муниципальных образований и общественных организаций местного самоуправления России. Монахова Галина Васильевна, председатель городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа, приветствуем. Венчуков Константин Львович, председатель думы города Ханты-Мансийск. Тупикин Альберт Юрьевич, председатель совета депутатов города Абакан. Ягодин Юрий Павлович, исполняющий обязанности председателя Хабаровской городской думы. Ахмедова Люция Абдрашидовна, глава администрации муниципального образования Килинчинский сельсовет Приволжского района Астраханской области. Захаров Геннадий Павлович, первый заместитель мэра города Новосибирск. Бартовский Алексей Евгеньевич, заместитель председателя Думы города Чита. Голков Александр Михайлович, первый заместитель председателя Союза представителей органов муниципальных образований Российской Федерации. Темникова Людмила Владимировна, исполнительный директор Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Карибанов Андрей Александрович, депутат Думы города Ханты-Мансийска. От имени гостей слово предоставляется председателю Совета депутатов города Абакан Альберту Юрьевичу Тупикину. Уважаемый Евгений Николаевич, уважаемый Альберт Александрович, уважаемые жители города Якутска, от присутствующих здесь представителей местного самоуправления городов Сибири и Дальнего Востока, Астраханской области, мы тепло и сердечно поздравляем
вас знаменательными датами, которые сегодня празднует город Якутск. Это 90-летие одного из самых старейших городов Сибири, а также круглая дата 200-летия Якутской городской думы. Юбилейные даты – это время не только подводить итоги, но, надеюсь, что, наверное, гораздо важнее, это время строить перспективные планы. И в этой связи я хочу выразить искренние теплые слова благодарности руководству города Якутска за предоставленную замечательную возможность нам всем, гостям вашего замечательного форума, вашего замечательного города, чтобы вживую принять участие в точках кипения, вживую посмотреть, как работают жители на благо города, увидеть его неравнодушие. Это вселяет уверенность, что все задуманные планы, которые творяет руководство города, исполнительная городская власть, представительная власть, она будут обязательно исполнены. Дорогие друзья, город Якутск – динамично развивающийся город. В этом мы убедились, проведя какое-то время на улицах города, видя его устройки, познакомившись, насколько динамично развивается население города Иркутска, насколько оно растет в нынешних условиях. Именно это динамичное развитие, прирост населения является одним из основных факторов успешного поступательного движения любого муниципального образования. Это залог позитивного его развития. Искренне от души желаю вам исполнения всех намеченных планов, которые вы активно обсуждаете, стратегии, новой стратегии, которая принимается на десятилетие Якутск 4.0 старт, на благо всех, которые направлены на благо его жителей, на роста благосостояния и комфорта городской среды. Успехов вам и с праздником! Вас приветствует ансамбль Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Юта Осикритова. Многоглавая Россия, многоликая страна, удивительно красиво, необъятно широка. через войны непокорно, через время и судьбу. Мы идем с тобой, Россия, умножай честь твою. Все народы наша слава, с запада и на восток. Ты могучая держава, мы один большой народ. Мы великая Россия, мы единая страна. Наше братство, наша сила, наша гордость, Родина. Много нас, миллионы, если только захотим. Покорим моря и горы, все невзгоды победим. Самобытная Россия, уникальная страна. И культура не богата, и традиции сильна. Своей воли непреклонны, сколько жизни и любви. Небылые отстояли твои верные сыны. Пусть же крепнет твоя слава и могущество растет. Ты великая держава, мы единый твой народ. Мы великая Россия, мы единая страна. Наше братство, наша сила.
Слово предоставляется главе городского округа города Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Тавлах, Нурлах Лачитарбыт, Якутск город Тараслава, депутат Тарап, Эйкнем Барактын Буюля, и Кюйсел, Браганевна Нефилисник Арлин Дубмен. Уважаемый Альберт Никандрович, уважаемые депутаты, наши дорогие гости, сегодня я поздравляю всех вас с 200-летием Якутской городской думы. 2022 год – особенный год для города Якутска, для всей республики. В этот год мы широко и радостно празднуем столетие Якутской ССР, 390-летие города Якутска, 200-летие Якутской городской думы. И в этот особенный год стоило бы отметить то, что тот колоссальный прорыв развития города Якутска, который мы сегодня отмечаем, во многом благодарен и обязан депутатам Якутской городской думы разных созывов. Сегодня город Якутск является самым большим городом в условиях вечной мерзлоты. Сегодня мы являемся лидерами по приросту населения на Дальнем Востоке. И более того, мы сегодня устремлены вперед. В прошлом году был подписан указ главы республики по социально-экономическому развитию города Якутска к его 400-летию. В ближайшие 10 лет перед нами поставлена задача стать лучшим городом в условиях вечной мерзлоты в мире. И эта задача возможна, достижима с тем профессионализмом, с которым сегодня депутаты Якутской городской думы выполняют свой долг и обязанности. Сегодня Якутская городская дума состоит из разных представителей, отраслей, специализаций, и корректировка наших муниципальных программ, принятие нормативно-правовых актов для улучшения жизни жителей города Якутска всегда происходит вовремя. Мы сегодня отмечаем профессионализм депутатов постоянных комиссий, которые вовремя и всегда очень внимательно смотрят изменения законодательства российского уровня, республиканского, иногда инициируют его сами. И в целом хочу поблагодарить каждого из вас за вашу общественную нагрузку, потому что у нас Якутская городская дума во многом состоит из депутатов на неотвлеченной форме. Люди выполняют общественную нагрузку в виде депутатского мандата как общественники. В целом это заслуживает огромного уважения. И мы, имея такой состав Якутской городской думы из разных партий, из одномандатных округов, сегодня объединяем все вместе любовью к своему городу, его жителям и желанием его развивать. Поэтому поздравляю вас еще раз с юбилеем, текущий созыв депутатов прошлых лет. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, успехов в профессиональном поприще. Перед нами стоят огромные задачи. Мы готовимся к 400-летию, как сказал Альберт Никандрович. Сегодня идет форум, в котором активно принимают участие депутаты, где мы актуализируем, вносим коррективы в существующую стратегию, которая была принята в 2019 году депутатами. И в ближайшее время мы примем новую стратегию, все вместе ее разработаем и будем делать наш город лучше для всех его жителей, для наших гостей. Спасибо, с праздником вас! Подарок для Якутской городской думы. Сам себе объявлю его. За добросовестный труд, активную общественную деятельность, знаком отличия за вклад в развитие молодежной политики города Якутска награждается Доценко Алексей Александрович, начальник правового управления Якутской городской думы. За добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 200-летия образования первого представительного органа города Якутска почетной грамотой городского округа города Якутск награждается Бабков Андрей Николаевич, водитель первого класса Якутской городской думы. Плодотворная деятельность, значительный вклад в становление местного самоуправления и в связи с празднованием 200-летия образования первого представительного органа города Якутска почетным знаком ветеран муниципальной службы Республики Саха-Якутия награждается Феоктистова Саргылана Борисовна, сотрудник окружной администрации города Якутска и Якутской городской думы с 1999 по 2019 годы. Слово предоставляется заслуженному юристу Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, народному депутату Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Кимкиме. Олус кере жорокиеге келде неге иеге. Көрбетоптен ақтаттан голодова бағаттар. Олус чарас сырдыги ананара голодо ким корат Чапускай. Tavallah yürülen yıllara bugün bilgileri üren köten turanlık представителя орган 200 yıllar юбилейнан ититигистинник бевевикен яратылябет оннотто инники күнгө Чапускай город эседа сайгыга Чечерие, Улаты, onun eğine bargıtın bu cevablarının yaratılan olan kaz bilgiler duygun dostlar uyanı yolu sabunu elbette ileri bağımlı konu. Уважаемый председатель Юрстат собрания Гутумен, уважаемый глава города Якутска, уважаемый председатель Якутской городской думы, дорогие участники сегодняшнего торжественного заседания, посвященного 200-летию Якутской городской думы. Конечно же, в первую очередь я хотел бы поздравить всех вас со столетием образования Якутской республики. Мы в течение года, проводя такие масштабные мероприятия, конечно же, говорим о том, насколько расцвела, насколько пошла вперед Якутия именно в годы советской власти, в последующем уже в условиях второй республики, основанной Михаилом Ефимовичем Николаевым. Также хочу поздравить вас с Днем города. Мы отмечаем 390-летие образования города Якутска, вхождение Якутии в состав великого российского государства. Сегодня мне предоставлена возможность от имени депутатов различных сословов города Якутска сердечно поздравить всех вас с этим знаменательным событием. Я имею честь быть председателем городского собрания депутатов города Якутска первого созыва. Конечно же, это были интереснейшие годы. Я очень благодарен первому избранному мэру города Якутска Спартаку Степановичу Борисову за то, что мы вместе в сотворчестве развивали наш город. Я благодарен своим коллегам. Многие из них действительно сделали очень замечательный путь. Ну, будем говорить, значит, Екатерина Семеновна Никитина здесь сидит. Она стала заместителем председателя правительства, в последующем несколько созывов возглавляла уже Якутскую городскую думу. Она была моим заместителем. Председатель бюджетного комитета Илья Филиппович Михальчук стал мэром города Якутска, затем губернатором Архангельской области. Я думаю, тоже знаково. Анатолий Николаевич Алексеев, когда становился депутатом, был проректором
потом стал ректором нашего университета. Леонид Николаевич Владимиров, будучи проректором, став депутатом, стал ректором Якутской государственной сельскохозяйственной академии, сегодня возглавил Академию наук Республики Саха-Якутия. И этот перечень можно дополнять, и этим мы все, конечно же, гордимся. Конечно, вспоминая те годы, я хотел бы отметить, что мы очень плотно работали по тому, чтобы развивать бюджетную базу. В первую очередь я хотел бы отметить, что 4 марта 1996 года мы пригласили президента республики Михаила Ефимовича Николаева к нам в здание городской администрации, где в рамках пленарного заседания городского собрания депутатов говорили о перспективах развития столицы республики, ставили вопросы о необходимости усовершенствования закона Республики Саха-Якутия о статусе города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия. И мы очень благодарны, что Михаил Ефимович поддержал все эти наши предложения. Была сверстана очень четкая многогранная программа социально-экономического развития столицы. Могу отметить, что мы в тот период, конечно же, обращали много внимания для того, чтобы была должная наполняемость бюджета города. Я помню, Елена Николаевна Лукина возглавляла финансовый блок. Вот. Недавно мы отмечали столетие финансового органа города Якутска. Но вообще я хотел бы отметить, что в тот момент команда администрации города тоже была очень сильной. Например, управление образования возглавляла Евгения Исаевна Михайлова, которая в последующем стала вице-президентом, ректором Федерального университета, министром образования. Бакулов Александр Григорьевич возглавлял управление по физической культуре и спорту. Игорь Борисович Тресков, правовой отдел, сегодня первый заместитель главы Московской области. Я думаю, что в целом в то время было очень интересно, и, конечно же, это заложило основы для нашего развития. Я, приобретя такой опыт, в последующем 4 созыва был депутатом Государственного собрания УТУМЭМ. Хочу отметить, что сегодня городская дума во главе с Ахметом Никандровичем выполняет очень ответственную миссию, представляя интересы горожан, думая о будущем. Я думаю, что стратегия социально-экономического развития города Якутска на период до 2032 года будет действительно реально действующим документом, будет наполнять конкретными делами развития нашей столицы. Вот. Многие тут спрашивают, что такое Якутск 4.0.0. Но если расшифровать на простой язык, это Якутску 400. Поэтому я хотел бы еще раз всех вас поздравить с этим знаковым событием, пожелать каждому из вас здоровья, успехов, ну и поблагодарить за тот большой вклад, который внесли депутаты различных созывов, различные периоды исторического развития нашего города, развития нашего любимого Якутска. Спасибо. На сцену приглашается председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов. Дорогие друзья, история Якутской городской думы неразрывно связана с историей города Якутска, всей нашей республики, Сибири, Дальнего Востока в целом. 200 лет – это целая эпоха, серьезный отрезок жизни города и страны. И Якутская городская дума не только сохранила исторические традиции городского самоуправления и предшествующих институтов, но и многократно их умножила. Все этапы становления перемены, произошедшие в России, в обществе, в городе, проблемы, с которыми приходилось сталкиваться, отражаются в работе и решениях городских депутатов. В стенах Думы были заложены принципы публичности, обсуждались ключевые вопросы городского устройства. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Якутская городская дума состоялась как законодательный и представительный орган власти. Депутатский корпус Думы – команда профессионалов, единомышленников, состоящая на страже прав и интересов жителей города, повышение качества их жизни и социального благополучия. Инициируя обсуждение различных общественно значимых вопросов, депутаты стремятся учитывать все
многообразие мнений горожан. Эта работа требует безграничной любви к родному городу, знаний, глубокого понимания проблем, умения находить компромиссы и принимать взвешенные решения, опыта и энергии. Дорогие коллеги, мы долго шли к этой дате, и сегодня мы приветствуем всех, кто причастен к развитию местного самоуправления, кто стоял у истоков современной части истории нашего представительного органа. Безусловно, к 200-летию Якутской городской думы мы готовились заранее, постарались предусмотреть все моменты и продумать все детали. В год 200-летия первого представительного органа города Якутска распоряжением главы республики Арсения Сергеевича Николаева был образован организационный комитет по подготовке и проведению наших юбилейных мероприятий, председателем которого был определен первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовник. До этого председателем нашего комитета был представитель правительства Солодов Владимир. И сегодня от имени Якутской городской думы и от себя лично приношу искренние слова благодарности главе республики Арсению Сергеевичу Николаеву за особое внимание к нашей юбилейной дате, Дмитрию Дмитриевичу Садовнику, всем членам Организационного комитета за огромную проведенную совместную работу. Мы благодарны всем, кто принял участие в реализации плана юбилейных мероприятий, всем, кто помогает в достижении всех поставленных целей и задач. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с праздником. За вклад в развитие органов местного самоуправления городского округа города Якутск, в деятельность представительного органа города Якутска, за трудовые достижения и многолетнюю работу, юбилейной медалью 200 лет представительному органу города Якутска награждаются Еремеев Алексей Ильич, председатель Государственного собрания ЮПВ Республики Саха-Якутия. Бычков Кирилл Евгеньевич, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Григорьев Евгений Николаевич, глава городского округа города Якутска. Медали 200 лет представительному органу города Якутска на сцену приглашаются руководители представительного органа города Якутска разных лет. Коркин Юрий Семенович, председатель исполнительного комитета Якутского городского совета народных депутатов с 1989 по 1988 год. Киркин Александр Николаевич, председатель городского собрания депутатов города Якутска с 1995 по 1997 год. Никитина Екатерина Семеновна, председатель городского собрания депутатов города Якутска с 1998 по 2002 год. Сальников Александр Александрович, председатель Якутской городской думы 2008-2018 год. Дорогие друзья, слово предоставляется Коркину Юрию Семеновичу, председателю исполнительного комитета Якутского городского совета народных депутатов с 83 по 88 года.
Ну, во-первых, я, конечно, должен выразить большую благодарность за врученную мне награду. Спасибо большое. Дорогие друзья, я хочу от имени 250 депутатов городского совета народных депутатов, неправильно говорю, значит, городской совет депутатов, нет, неправильно тоже. Короче говоря, оканчивается трудящимися. Я хочу вот от их имени, значит, поздравить вас всех вот с юбилейными мероприятиями, о чем мы сегодня говорили. Это 200 лет представительному органу и 390 лет нашему родному городу Якутску. Городу, не забывайте, городу трудового красного знамени. Дорогие друзья, я должен сказать, что сегодня город получил классический материал, классический документ. Это указ главы республики, нашей республики Арсения Сергеевича Николаева о развитии города до 1932 года, чтобы достойно встретить 400 лет образования города Якутска. Я вам должен сказать, что этот документ на моей памяти это первый, имею в виду по развитию города Якутска. Да, это тоже были документы. А этот документ отличается. Он глубокий по содержанию и масштабный по своему, так сказать, развороту событий, которые должны проходить. Поэтому я практически я его называю даже исторический документ. Поэтому я желаю вот депутатам городской думы, значит, чтобы этот документ у вас был настольной книгой. Потому что в этом документе абсолютно затронуты все стороны вопроса. Поэтому я желаю вам успехов, благополучия, здоровья и всего-всего доброго. Спасибо. За фонд развития органов местного самоуправления городского округа города Якутска, развитие деятельности представительного органа города Якутска, юбилейной медалью 200 лет представительному органу города Якутска награждаются депутаты Якутской городской думы разных лет. Владимиров Леонид Николаевич, депутат городского собрания депутатов города Якутска с 1995 по 2001 год. Алексей Дмитрий Афанасьевич, депутат городского собрания депутатов города Якутска с 2001 по 2003 годы. Гусев Алексей Андреевич, депутат окружного совета города Якутска 1 и 2 созывов с 2003 по 2012 годы. Заместитель Якутской городской думы с 2009 по 2013 годы. Данилов Александр Юрович, депутат Якутской городской думы 2 созыва с 2008 по 2013 годы. Филиппов Семен Васильевич, депутат Якутской городской думы 2 и 3 созывов с 2008 по 2018 годы, заместитель председателя Якутской городской думы с 2013 по 2019 годы. Петров Павел Петрович, депутат Якутской думы 1, 2 созыва. Первый заместитель председателя Якутской думы с 2006 по 2013 годы. Перфильев Евгений Андреевич, депутат Якутской городской думы 3 созыва с 2013 по 2018 годы. Семенов Анатолий Аскалонович, депутат Якутской городской думы 3 созыва с 2013 по 2018 годы. Кульчагасов Анатолий Андреевич,
депутат Якутской городской думы 2, 3 и 4 созывов с 2008 по 2023 годы, заместитель председателя Якутской городской думы. Саргидаева Ольга Николаевна, депутат Якутской городской думы 3 и 4 созывов с 2013 по 2023 годы. Вас приветствует Гуанбань, студия Сергея Сулустара, руководители, народные артисты Республики Саха-Якутия Екатерина и Алексей Егоровы. Торжественное мероприятие, посвященное 200-летию образования первого представительного органа города Якутска, завершается.